Э, Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Машу дойл. Делресил. Тут пишут Анзор Дукханер о Гушвоцпш. Ну, это вторая причина того, что меня тут не было. Такка цац. Хабаш хезирсон. Дейлайн сухолати. Сегат яшбеш бу хасан. Такка нуктоцаш дүйсеш бар дейла Анзор сацинати. Действительно, Дукханер это дейла. Чувала. Истхалиез Анзора сацо цайла бешавуцк. Вот. Вы двух лучше ряда, свой кид лучше долча ряда ста. Шталду. Страсбург с тобой, а? Так дорсу. Да, именно я зовутся Страсбург с тобой одет. Машу алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Хасхет старой гвардии гич. Уж вы вежливый был, Тамерлан. Старой гвардии, ну, то есть давно подписаны. Это жду был дербу докол, она больше. Конечно, Бог бельбацдер, Бог боцаша дугбу большинство. И ца Бог белыш, и ца жин ца татобью, ца частью, ца кусокью, веком дела цана дел бу дауна халха ца жвак дал дизарду. Шей Бог балыр так иня царла цар путиня кадировня. И ца шейня хайржан так дакия бинской до конца. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Да, волшеб, ну, и Кадыров, волшебцы. Пока. Эйла. Ага. Ну, и хэзэ сонда хэзэ дичха духани дица учар цюртар чар дич кэшяш. Дейла, хинц трехейны матте доливай. Мы мы тут извиняемся, мы на своем испанском. Сейчас перейдем на трофейный язык, на русский язык. Так, ну, люди собираются. Извиняюсь, что давно не было в эфире, тому есть свои некоторые причины. Вот. Я такой же человек, как и вы. Надо работать, надо жить, есть дела. Это одно. Были и другие причины, которых я не хочу тут озвучивать. Вот. И когда тут начали говорить, ну, в первую очередь, переживать наши братья, все ли нормально у Анзора, другие там не переживающие, которые хотели бы, чтобы что-то с нами плохое произошло.
Они там распускали слухи, якобы там Анзора остановили, испугали, подкупили, все такое. Ну, я тут на своем испанском тоже говорил, что мы не из таких. Это одно, это вступление. Второе, сегодня, вот пока еще, э, сегодня 1 сентября, это день, как вы помните, многие об этом знают, это день захвата заложников в Беслане, в Осетии. И почему мы касаемся этой темы, почему мы об этом говорим? Это, знаете, наша общая история. И дело в том, что в этом теракте обвинили чеченцев, то есть нас наглым образом, самым наглым образом. М, Я расскажу некоторые детали. Э, Об этом много говорили, мы также будем об этом и говорить, и напоминать тем людям, которые забыли или кто не знает. Вот. 1 сентября, например, лично я, как помню этот день. В этот день я, как обычно, встретился со своим знакомым, другом, чтобы обсудить там создание фильма, документального фильма о чеченцах. Это 1 сентября 2004 год. И как-то, сидя вместе, общаясь, мне поступил звонок, я ответил, и сразу говорят: "Ты знаешь, что произошло в Осетии?" Я говорю: "Не знаю". И он мне говорит, что захватили заложников в школе. То есть, ну, я сразу же представил картину такой, вот школьники, это, то есть, ну, дети. И, конечно, у меня был страх, как и у любого чеченца, вот сейчас обвинят чеченцев. Вот. А потом уже, как мы все знаем, мы узнали количество заложников, более 1000, сколько там было, точное количество сейчас я не помню. Но дело в том, что потом в этом теракте, захвате заложников обвинили чеченцев. Вот. И сейчас я расскажу вот детали, что, как там происходило. М, Когда захватили заложников, российская власть, вот эта преступная власть, скрывала количество заложников и потом уже даже не знала, что делать на самом-то деле. Но они пошли на штурм этого здания, то есть школы ну, спортзала, где находились вот эти заложники. Я встречался в 2008-2007 году с матерями погибших детей. Вот. И они рассказывали вот, правду, что там происходило. Они рассказывали ужасные вещи. Они говорили, что первые выстрелы были произведены с пятиэтажек, там, кажется, вот, с крыши этих пятиэтажек, вот, и стреляли из огнеметов «Шмель». Несколько выстрелов по спортзалу, и вот и начали стрелять по спортзалу. Кстати, там летал вертолет, там были использованы техника военная, и стреляли по детям, которые выбегали из спортзала. Вот. И вот эти женщины, матери этих детей, они говорили, что входные пулевые ранения вот, были с лицевой стороны. То есть они выбегали и по ним стреляли те, которые находились вокруг школы. Вот как убили этих заложников. Количество убитых, их очень много, вы можете посмотреть в гугле, ужасное количество. Вот, и сразу же российское телевидение, их пропаганда начала показывать сгоревший спортзал, показывают, я помню, показывают баскетбольное кольцо, и там, и говорят, озвучивают вот все, что якобы там происходило. Они говорят, что вот чеченские террористы захватили заложников и установили взрывные устройства в этом спортзале. И самое якобы
мощная бомба находилась в этом баскетбольном кольце, она якобы упала на землю и взорвалась. Вот часть других взрывчатых там, веществ, мин разных, которые не взорвались, и показывают их. Там тротил, там электродетонаторы, вот так показывает какой-то военный эксперт. Вот. И любой человек, военный, и может быть и не военный, понимает, что мина с электродетонатором никак не может взорваться, если по ней даже будут стучать или там кидать об стену и так далее. Вот. Но самое главное тут то, что вот, говорили матери, ладно, мы там, ладно, другие, но говорили сами жертвы, что происходило там. Российская власть об этом, вот, об этих фактах вот, не говорят и не будут говорить, им это невыгодно, конечно же. Затем, что я хотел бы добавить, участие чеченцев в захвате этих заложников. Я помню, как в это здание вошел Руслан Аушев, экс-президент Ингушетии. И он обратился на войнахском языке, на своем родном ингушском языке. На языке, который понимают чеченцы. Вот, мы друг друга понимаем, знаем. Вот. И никто ему ответить не мог. С ним разговаривали на русском языке. Вот. То есть тоже можно сказать, что были не только чеченцы. Это другой момент. И еще хотел бы я вот тут добавить, я помню, это было, кажется, в этот день вечером, или же 2 числа, но точно сказать не помню, кажется, 2 числа, 2 сентября, а, мы, вот лично я получил звонок из Чечни. Звонил Ахмед Авдарханов, человек, который всегда находился рядом с моим отцом, Асланом Асхадовым. И вот Ахмед Авдарханов передал такую информацию, то есть от нашего президента. Он сказал, что главный, то есть Аслан Масхадов, лидер, хочет и изъявил желание, вот даже это было и предложением, поехать в город Беслан, в Северную Осетию, чтобы сделать все возможное с чеченской стороны, чтобы вызволить этих заложников. Как бы это ни происходило, предлагали любой вариант. Но если российская сторона даст минимальные гарантии безопасности. И затем мне так сказали, чтобы эту информацию передали всем средствам массовой информации. В первую очередь там была Радио Свобода, потом другие. И, в общем, мы озвучили и рассказали все, что нам сказали передать. Это дошло до российской стороны, потому что эта информация была передана также Засохову, Руслану Аушеву, ну, то есть в этом знали. Что затем сделали русские? Они не приняли вот этот шаг Масхадова, шаг чеченской стороны. Они, наоборот, взяли всех родственников Аслана Масхадова, это мои близкие родственники по отцовской и материнской линии. Они забрали всех на военную базу в Ханкалу и держали там. То есть показать Масхадову, если ты сделаешь шаг, то в наших руках твои родственники. Чтобы не терять время, Аслан Масхадов выдвинулся в сторону Осетии. То есть он уже был возле границы Ингушетии, чтобы не терять время. В то время передвижение каких-либо военных наших сил было очень сложно, вы сами понимаете, потому что вся наша республика была напичкана вот этими оккупантами, их военными базами и так далее. То есть они шли пешком. И в этот момент они, вот, русские, они совершили вот такое преступление. Они убили всех, не всех, но
большую, огромную часть этих заложников, и затем обвинили в этом чеченцев. Вот, я почему это рассказываю, я и буду продолжать это рассказывать, чтобы об этом помнили, чтобы об этом знали, чтобы нас в этом не обвиняли, вот, как факт всего этого, и чтобы знали, кто стоит за убийством этих детей. Любая кровь, пролитая на Кавказе, без разницы, какой национальности будет этот человек, мирный житель, вот, для нас это болезненно, потому что Кавказ — это наша земля, земля кавказцев. И мы не хотим, чтобы с нами заигрывали, нас ссорили на Кавказе, чтобы к нам приходили и нам указывали, как жить, как умирать, как дышать. Вот. Пускай живут в своей матушке России, они указывают нам, что делать. Вот. И следующий момент. В таком же состоянии, то есть находиться в заложниках, мы находимся уже несколько сот лет. То где-то при царской России, то при Союзе Советском, то сегодня при России, при Путине, там, при Сталине там, и так далее и тому подобное. Мы находимся под таким давлением в этих лапах. Вот. Многие знают, что сегодня происходит в Чеченской Республике, в каком состоянии находится народ, когда этот народ, чеченский народ, не может что-либо сказать, свое мнение, там, видение, хотение. Вот. То есть мы находимся в заложниках этой русской военной машины преступной. Так, таких моментов, вот, чтобы, скажем, ну, я хотел бы привести пару моментов. Например, во время первой, как ее называют, русско-чеченской войны, в 1995 году российские войска окружили село Самашки. Окружили село, и как нам показывали в советских фильмах, прошли как фашисты. Эти фашисты прошли как фашисты русские. Они заходили в дома, где находились мирные жители. Там не было наших военных. Заходили в мирные дома, расстреливали тех, которые им попадались, сжигали огнеметами, закидывали гранатами. Вот, уложили большое количество людей, мирных жителей. То же самое произошло в селе, поселке Новые Алды. Прошлись по улицам вот так. Прошлись по улицам и сделали то же самое, что сделали в Самарках. Таких сел очень много. Но почему-то об этом не говорят сегодня, не говорили в то время, не говорили, не трубили на весь мир, что нас убивают, что чеченцев там убивают, угнетают, там проводят вот такие зачистки. И сейчас можно вот сказать, Украина. Украина. Если Украина, например, будет в таком состоянии, что российские войска могут, или если они смогут оккупировать всю страну, то вот так будут проводить зачистки, то вот так будут массово убивать, расстреливать, пытать. Они это умеют делать, у них есть огромный колоссальный опыт у этих русских варваров. Вот. Вот об этом я и хотел сказать. Но самое главное, конечно же, я приношу соболезнования всем, кто пострадал в этот день. Вот. Дети. Это ужасно, когда вот используют детей вот в своих коварных целях. Я могу с уверенностью сказать даже, что эту операцию или, скажем, акцию создавали где-то на Лубянке, потому что эта акция не была выгодна
нам, чеченцам, абсолютно, ни в каким образом. Э, Об этом мы много раз говорили. Я это почему говорю? Потому что такой вопрос можно поставить. Почему э, оружие, которое применялось вот этими захватчиками в этой школе, было завезено до 1 сентября, задолго до 1 сентября? Почему люди, которые должны были находиться в тюрьмах, в заключении, э, оказались в школе, э, несколько человек сразу же, и они были отпущены в один и тот же день? То есть можно перечислять много, и я вот поэтому и говорю, что след ведет на Лубянку. Вот, их надо обвинять, о них надо говорить. Мы не где-то убийцы, мы чеченцы, мы наоборот, можно сказать, умеем сопереживать. Э, Мы знаем, что такое, как, когда плачут матери, когда вот больно, вот, потому что мы это все испытали на себе. Никто не может нас упрекнуть в том, что мы жестокие, что мы как звери и так далее и тому подобное, как об этом говорили по российским телеканалам, например. Об этой жестокости мы можем рассказать кому угодно, о жестокости российских варваров, которые прошлись по нашей любимой родной земле. Валейкум ассалам варамтуллахи ва баракатух. То есть мое мнение насчет этого, да, никто не имеет права упрекнуть чеченцев в чем-либо. Например, э, не надо нас в чем-то обвинять, не надо нас где-то называть, не надо с нами заигрывать. Мы честные и прямые люди. С нами нужно дружить. Мы умеем дружить. Мы можем быть с лучшими друзьями, например. Мы честны во всем. И не надо трогать нашу честь тоже. Мы знаем, что такое честь, мы знаем, что такое достоинство. И если нас где-то обвиняют в том, что, например, как ты сказал, что мы стоим на коленях и так далее и тому подобное, да никто не сможет нас поставить на колени. Вот всю свою историю мы сопротивлялись врагам, воевали вот против татаро-монгольского ига, против царской России, кто там еще был, против там Союза Советского э, и сегодняшней России. Мы продолжаем свою борьбу и будем продолжать ее всегда, пока наша земля не освободится. Придет тот день, да, может быть, не скоро, но мы дождемся этого. Мы не сломлены, и никто нас не сможет сломить. И никто не имеет права нас в чем-то в этом упрекать, в трусости и так далее. Мы можем перечислить столько героев, даже вот я возьму такой момент. Ни одна страна в мире не прошла такой путь, где все лидеры народа погибли в войне поочередно. Вот один, другой, второй, третий, четвертый, пятый. Все лидеры погибли, воюя против русских оккупантов. Вот это шейх Мансур, это э, там Джахар Дудаев, Яндарбиев, Аслан Масхадов, Абдулхалим Садулаев, э, Докка Умаров последним был. Все погибли с оружием в руках, воюя против русских оккупантов.
и были на передовой. На передовой. Мгм. Бывает, Тамерлан, знаешь, на этом канале я всегда вот с начала, с самого начала, когда я начал вести этот канал, вот я такие вопросы не затрагиваю и не отвечаю, где вопрос идет про земли и так далее и тому подобное. Если говорить о землях, то мы можем говорить о больших землях, там, до Дона, вот. Мы можем, если говорить, например, о чеченской земле, черкесы, да, черкесы всегда жили там и будут жить там, например. Инша. Да-да. Ну, да-да. Мгм. Мгм. Щас, секунду. Окей. Тебя не слышно. Ты, может, смотри, я тебя слышу. Может, у тебя там, выключи, включи микрофон, постарайся. Я слышу, вот интересно, другие слышат или нет? Ну, щас я даже лучше слышу. В чате не слышно никому. Странно. Мгм. А если я щас, секунду, говорила. Щас, ты не забудь то, что ты сейчас. Ну, щас тут реклама пойдет.
Может, через меня будет слышно. Тебя слышно, но собеседника не слышно было. Ну, сейчас, секунду, я тут постараюсь. Тебя слышно, но собеседника не слышно было. Ну, сейчас, секунду, я тут постараюсь. Не слышно было. Сейчас, секунду. Не постараюсь. Не слышно было. Сейчас, секунду. Не постараюсь. Ну не получится так. Просто смотрел. А ну-ка. Вистхана, скажи что-нибудь. Вистхана, скажи что-нибудь. Через это не слышно. Странно. Тебя не слышно, да. Сейчас. Может, ты перезайдешь, то есть ссылкой. Алейкум ассалам варахматуллахи ва баракатух. Так. Сейчас он вышел, перезайдет. Так. Сейчас он вышел. Так. Зайдет. Сейчас прокручу ваши комментарии. Сейчас он вышел. Так. Так, пришел, добавляю. Вестхоланец. Я тебя слышу. Видимо, тебя не слышно. Кто-нибудь слышит его? Что это и почему это? Не знаю. Delete forever. Title, description. Дела. Слышит он. Да не знаю, не думаю. Да. Забыл создатель. Не слышим, бах. Тебя говорят. Может, в чате ты напишешь, как ты. Может, ты выйдешь из эфира и напишешь, или как? Наверное, так это сделать. Так, ушел. Ушел. Сейчас я прочитаю ваши комментарии. Анзор, как относишься к Абхазии и абхазам в целом? Ну, как я отношусь? Как одному из кавказских народов, вот, по-братски я отношусь ко всем одинаково. Ну, конечно, хочется, чтобы все народы держались на одной линии, учитывая нашу историю,
трагическую историю Кавказа и понять, что с Россией опасно дружить. Вот как я отношусь к абхазам, а также к другим народам на Кавказе. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Нохчо 2024. Давно не было, почти отчаялись. Алхамдулилlah, дикнутхо. Танзор, мой вопрос был таким. Хорошо, Нохчо, ты напиши вопрос, а тем временем я буду стараться отвечать на вопросы, тут читать комментарии. Азамат, лицо знакомое у вас, вы не сын бывшего президента Чечни? Да, это так, президента Чеченской Республики Ичкерия. Саваш, алхамдулилlah, все хорошо, мать тоже, все хорошо. Благодарю, что спросил, Ларису. Нохчо 2024. Во время Первой русско-чеченской войны, то есть в 1994 году, 1995, 1996, участвовали ли на стороне Российской Федерации украинцы или нет, если коротко? Да, вы участвовали, да, воевали против нас. Все об этом знают. Было много украинцев, которые входили в состав российской армии, то есть оккупантов российских, и пришли нас убивать. Но мы никогда об этом не говорили в том плане, что вот там украинцы, вот там дагестанцы или там буряты приходили к нам воевать. Мы всегда говорили, что это российские войска, потому что войну нам принес Кремль, Россия. И эти люди разных национальностей входили в состав российской армии. И чисто справедливо мы всегда об этом так и говорили, что мы воюем против российской армии. Мы никогда не обвиняли там украинцев, там, бурятов, татар и других. Айнар, как относишься к Абхазии или абхазам в общем? Ну, я уже ответил на этот вопрос. Именно так, как я думаю. Так что Нохчо 2024. Сейчас. Второй вопрос. Сегодня очень много из нашего народа отправляет в Украину. Что можешь сказать по поводу этого? Ну, я, может быть, долго буду об этом говорить, потому что, конечно же, это касается нас, чеченцев, нашего народа. Вот. Мы оказались в центре внимания, вот, когда вот, говорят, что чеченцы воюют в Украине, что чеченцы посылают в Украину воевать против украинцев и так далее. Я хотел бы, чтобы те, которые обвиняют чеченцев, прекратили бы это говорить. Чеченцы против этой войны. Были и будут всегда. Мы не на стороне России, мы на стороне справедливости. То есть справедливость где? В том, что Россия напала на Украину. И виновником становится тот, кто нападает, то есть тот, кто является оккупантом. Вот. Говорите как угодно, там, кадыровцы, там, не знаю, или назовите их другими названиями разными, но справедливее всего назвать как есть. Это солдаты, там, военные, которые входят в состав российской армии. Это российская армия. Вот как это происходит.
Да, есть часть тех чеченцев, которые там, находясь в составе вот этой российской армии, воюют против Украины по своей воле. Но большая часть отправляется против их воли. Это молодежь. То есть этот Путин, этот его ушлеп Кадыров, они используют нашу молодежь ради своих интересов и целей. В интернете есть такое видео, где вот эти молодые парни, чеченцы, загруженные в грузовики, на их лицах нет улыбок, там, какого-то удовольствия, наоборот, какая-то грусть, и их везут в Украину. А за этими машинами бегут их матеря и плачут. То есть видно, что увозят на убой в качестве пушечного мяса. И вот что сегодня происходит на сегодняшний день. Тысячи молодых парней, тысячи чеченцев, как бы тяжело это не было бы говорить об этом. Знаете, я рад тому, что эти люди покидают нашу республику, чтобы не участвовать в этом преступлении против Украины. Тем более, находясь в той армии, которая всегда убивала нас в составе российской армии. И я в последнее время видел много чеченцев, вот этих молодых парней, встречался с ними, разговаривал с ними. И они говорят, что они приехали сюда для того, чтобы сохранить свои семьи, сохранить себя, избежать вот этой мобилизации, которая является могилизацией. Вот что происходит на самом деле. Не надо нас в этом упрекать в убийстве других народов и так далее. Я помню, когда, даже вот украинские СМИ трубили на весь мир, там, что вот чеченцы убивали мирных жителей в таких населенных пунктах, как там Буча, Гостомель, Ирпень. Потом сами же спецслужбы Украины огласили список, в общем, показали такой список тех военнослужащих, которые действительно так убивали мирных жителей. Вот. И только двое были из Чеченской Республики, то есть в составе вот этой, как называют ее, кадыровская армия, хотя у него нет никакой армии, это все барахло, вот это весь этот мусор входит в состав российской армии, это русские военные. Вот эти двое были. Один из них чеченец, а другой русский, который проживал в нашей республике. Вот. Не надо нас в чем-то обвинять. Мы справедливые люди, мы знаем, что такое честь. За нее боролись и будем бороться всегда. Прочитаю ваши комментарии. Валикум ассалам баракатуху. Али Алиев, валикум ассалам баракатуху. Ваша сорт выбор щелш масхадов, как календарь зеленый. Дагдовый он бабушки уча Дагестане датве ходу. Пока пулемет штакараюлш дахкан суртуе. Вона энгнадер тиши дахкан зандкадр. Зандкадр. Красавчик Олсон пулемет штакар саляцаевич. Дагдовый сорт идола. Сколько вас, сторонников Ичкерии, примерно за пределами Чечни? Ну, очень много, достаточно. Готи ночью. Дай-ка фотографию посмотрю, что у тебя там висит. Ну понял.
передай там своему падишаху, этому ушлепку, чтобы в следующий раз, когда услышит автоматную очередь, не лазил по трубам. Валейкум ассалам, варахматуллахи вабаракатуху. Руслан Илясов, так. Нахар — валюта чеченцев. Нахар — это денежная единица, деньги чеченцев, да, есть такое. Так, и все-таки готи, вот заходят такие фрукты, как ты, например, которые верой и правдой служат русским. Вы не то что вылизываете их, но вы уже их отполировали. Блестит все у русских сейчас после вашего этого лизания. Вот, это ваша участь. Это то, что вы делаете, будете делать всегда. Вы, я не знаю, каким вас плохим словом обозвать, но все даже, любое плохое слово подходит к вам, любое. В первую очередь, если такие вы уж патриоты, там, думаете о народе и так далее, о родной земле, то, то не должны были бы служить России тем упырям, которые веками убивали наш народ. То есть это вы предатели. И вы будете так жить, потому что, может быть, где-то там, я даже уверен, что ваши отцы, прадеды где-то стучали, доносили на наших отцов, там, прадедов, когда-то, в какие-то времена. Как я тут говорил, вот война-то с Российской Федерацией или там с Русней, с Руси, назовите как угодно, идет уже веками. Ну что, 2024, ничего, э, даже отвечать не могу. Али, Аллах ресыл, Аллах газет глобал, дверцы масера, дьяча, дверца на табончан, пяул война. Махалыч, валейкум ассалам. Жаль, что чеченцы разделились из-за политики других народов и интересов. Надеюсь, вы когда-то воссоединитесь. Я русский мусульманин. Желаю вашему народу светлого будущего. Спасибо, Махал Махалыч. Мы тоже желаем мира, справедливости всем народам. И надеюсь, что и ваш народ освободится от этих упырей, от этих вампиров. А так, то, что где-то какая-то часть разделена, это бывает везде. Это есть в любом народе. Потому что мы все люди разные, у каждого свое мнение. И, конечно же, если так подходить справедливо, то мы должны понимать, человек должен понимать, за что он ведет борьбу. Во имя Всевышнего, во имя своего народа, во имя обретения свободы. Вот. Вот тогда бывает мало таких моментов, вот тогда можно отодвинуть вот эти колючие моменты на какое-то время. Но некоторые это делать не могут, как я вижу, не смогут. Но хвала Всевышнему, что ничего от них не зависит, ничего от них не зависит. Все зависит от, конечно же, в первую очередь от воли Всевышнего и от самого народа, от самого народа. Вот именно народ
станет причиной освобождения и обретения свободы. То есть именно народ сделает это, а не какие-то там личности. Может параллельно ТикТок открыть, тогда было бы слышно ночью 2024. Ну, у меня сейчас, я не знаю, нету возможности. Все это уже перенастраивать придется. Но как-то мы с братом обсуждали, будем вести эфиры. Иншаллах. Так, ночью 2024 ты задавал тоже интересные вопросы. Что там еще интересного у тебя? Валейкум ассалам, Эльдар. Надеюсь, у тебя все в порядке. Давно не видел тебя, да бережет тебя твоих родных Всевышний Аллах. Береги себя, брат. Иншаллах, очень приятно, вот, за переживания. Мы есть, мы будем. Пока есть на то воля Всевышнего. Все хорошо, все нормально и будет хорошо всегда, иншаллах. Ну давай, Нохчу, слушаю. А то, что, Эльдар, сейчас я добавлю. В последнее время был очень занят. э, Накопилось много таких вопросов, дел нерешенных, поэтому приходилось вот заниматься вот такими вопросами тоже. Но, конечно же, я не отталкивал те наши важные дела, об этом не трубил, не говорил. Вот, я предпочитаю сейчас работать втихую. Вот. Хорошо, Нохчо 2024. Вот насчет молодежи меня сегодня интересует э, такой вопрос, очень важный вопрос. Для того, чтобы достичь каких-то результатов, каких-то побед, в первую очередь нам надо заняться самими собой, вот, решить свои вопросы. Что важно сегодня, это сохранить нашу молодежь. К примеру, я много встречался с теми людьми, например, которые приезжали из нашей республики, то есть это молодые парни. Я интересуюсь, чем они занимались там, и что они знают о истории нашего народа, а также спрашивал о наших героях, такие, ну, называл фамилии, их очень много, наших героев. Вот. И знаете, что болезненно, они мало что знают. Один там мне говорит, вот я якобы чем занимался на этот вопрос. Отвечает, я занимался спортом. Я говорю, спорт это очень даже хорошо, вот, ради своего здоровья в первую очередь. Ну, а чем еще? Учился, работал. Он говорит, нет, только спорта. Знаете, это нехорошо, нехорошо. Ну, я ему объясняю, знаешь, вот ты сейчас приехал сюда, и алхамдулилlah, что ты смог приехать сюда. Тут очень много возможностей, никто тебя не трогает, лишь бы ты занимался бы нормальными делами, вот, уважать вот, законы тех стран, в которых ты проживаешь, я объясняю. И тут я ему говорю, что
Можно найти работу, можно пойти учиться, сделай это. Это самое первое, что ты сейчас должен сделать. И потом уже к этому добавить, да, спорт. Ради вот своего здоровья. Мы долго с ним разговаривали, я спрашиваю, а кем был Джахар Дудаев, кем был там Байсангур или Абрекзин-хан. Он мало что знает. Вот что болезненно, это то, что сегодняшняя молодежь мало интересуется политикой, ну, ладно, с политикой, но с историей, нашей историей. И вот поэтому моя цель, вот лично я, цель, которую я перед собой ставлю, это э, рассказывать им это все. Виктор Балашов, был бы тут Тамерлан, он бы послал тебя куда надо. Дудаев сепаратист. А кто такой сепаратист? От чего мы сепарировали, скажем так, э, отошли, отделялись? От кого? Мы куда-либо не входили, в какой-то состав там какой-то федерации или какого-то государства. Нас насильно держали в этом государстве, то есть в России. Вот. Мы от России не отделялись. Нет нигде никакого документа, который можно сегодня показать, нас там упрекнуть, что вот где-то когда-то наш лидер подписывал такой договор, что вот чеченцы входят в состав Российской Федерации. Нет такого документа. Мы всегда воевали, мы всегда сопротивлялись, вели свою войну, борьбу ради обретения свободы. Валейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Эльдар, иншаллах, Аллах резко слышит. Так, ну что, 2024? Боюсь, если есть такой пункт, то выдадут России наших братьев. Ведь можем на примере тоже сказать, что до 2022 года уже Украина выдавала наших братьев России. Но, знаешь, брат, да, выдавали, Украина выдавала, Азербайджан, Грузия, другие страны выдавали России. Тех людей, которых нельзя было выдавать. И этих людей убили и российские спецслужбы, и вот эти, о которых мы говорим, их, эти петухинцы Путина. Вот касаясь этого момента, вот вопроса, который ты задал, ну, в 2024. Те люди, которые сегодня призывают других людей воевать где-либо, э, если такое произойдет, то, что ты сейчас написал, вся ответственность будет лежать на этих людях, которые когда-то призывали людей на войну. А они это делают. Они это делают. Я считаю, что будь это Украина э, или какое-либо другое государство, человек должен сам решить, ехать туда или нет, воевать или нет, и так далее. Отличный коммент. Почему в 50-х, 60-х, 70-х годах не вели войну? Значит, были согласны жить в СССР? Нет. Ну вот, Абдурзаков, вот вспомните, например, когда чеченцы вернулись после выселения, когда вот я про то время, время Хрущева, чеченцам позволили вернуться на свою родную землю. Нас же депортировали.
Нас всю нацию, всех чеченцев депортировали в Сибирь и в Среднюю Азию. Вот. И как мы могли бы вести какую-либо борьбу в таком состоянии, когда мы пришли на свою родную землю, в наших же домах жили совсем другие люди. То есть нам приходилось бороться за свои дома, к примеру. Да, в 1957 году. Почему ты задаешь, почему такой вопрос, почему в 50-х, 60-х, 70-х годах не вели войну, а почему вы не вели войну? Вот я не знаю, ты откуда, э, где ты живешь, ну а почему вы не вели, например? Может быть, мы за вами последовали? Да, вот Ичкерия делилась от СССР на законных основаниях, как и Прибалтика, как и Беларусь, да, Украина и прочее. М, Так вот, я еще раз повторюсь, что мы ни от кого не отделялись, мы заявили о своей независимости. Мы почему не отделялись? Потому что мы не входили в состав Советского Союза или там Российской Федерации. Я имею в виду на каких-то основаниях, там, где основа лежит, там, документ какой-то. Нас насильно держали э, в этом государстве. Так, это вот насчет ушлепка. Ты слышал, Айнар, ты слышал, как Кадыров говорил, что Ахмад Абдраханов якобы его испугался и просил пропустить их через село. Как отреагировал, если слышал? Но я не был рядом с Ахмадом Абдрахановым, чтобы знать, как он отреагировал, ну, его эмоции и так далее. Но Кадыров не тот человек, кого нужно или можно бояться. Знаете, просто вспомните тот эпизод, где он там поцапался на дороге с этим, с Ямадаевым, как его, Бадиком, или как его, где у Кадырова дрожала челюсть, и он даже не мог сказать одно слово. То Кадыров. Я вообще сторонник того, чтобы о нем вообще не говорить, про это существо. Ничего. А, Так, Нагиев. Анзор Тумсо говорит, Азербайджан ничего для чеченцев не сделал. Ну, что принимали беженцев, это ни о чем не говорит. Ты сам был в Баку, что скажешь насчет его высказываний? Я не слышал высказывания Тумсо про Азербайджан, где якобы э, Азербайджан не сделал ничего для чеченцев и так далее. Э, я этого не слышал. И поэтому как-то отреагировать, ответить на этот вопрос мне будет сложно. Если ты дашь мне ссылку такую, то я могу более подробно тебе рассказать свое мнение по поводу этого. Но я скажу свое мнение, другое. Вот. Азербайджанцы наши братья. Да, я жил там несколько лет. И мои родные тоже близкие. И я благодарю азербайджанцев и азербайджанцев за то, что чеченцы смогли там жить на этой земле. Да, им было очень трудно, было очень сложно. Да, Азербайджан не хотел терять отношения с Россией. Вот. Эти вопросы мы тоже учитываем. Да, я понимаю, что Азербайджан должен был сделать больше, э, чем они сделали, потому что мы кавказцы, потому что мы братья по вере. Они могли бы сделать больше для этих беженцев.
Ну, я помню и знал вот состояние этих беженцев, в каком они состоянии там жили. Да, было сложно. А так, чтобы говорить, что азербайджанцы не помогали, это несправедливо, неправда. Волк, ну да, я поэтому вот и говорю, я не слышал такого, чтобы вот он все это говорил. Если даст ссылку, то скажу, как есть. Миру Анзор, кого вы считаете легитимным правителем Ичкерии сейчас? Никого. Потому что нет такого легитимного правителя Ичкерии сегодня. Правителем бывает лишь тогда, когда избирает, а избирает народ. Виктор Балашов, а сейчас хорошо живется в стране, где Коран поджигали, не уважали вас. Ну, Виктор Балашов, а какое вам дело, где мы живем и так далее и тому подобное. Но я скажу одно, Виктор, если вы на самом деле Виктор, а, что вот за этими акциями, где подожгли Коран, где сказали что-то, сделали другое, это все провокации. Я даже могу иметь такие подозрения, что за этим стоят русские. Сулейман Юсипов только попал на ваш эфир. Очень приятно вас, что свободу Ичкерии. Спасибо, брат. Благодарю. Я еще раз подтверждаю и озвучу еще раз. Азербайджанцы наши братья, это братский народ. Мы вас уважаем и будем уважать, и мы вас будем всегда благодарить за то, что вы были и есть, то, что помогали нашим людям. Как сейчас можно проводить выборы? Какую дорогу вы предлагаете? В сегодняшней ситуации невозможно проводить выборы. Ни одна страна не имеет такой пункт, параграф, который вот позволяет делать такое во время там, боевых действий или оккупации, когда идет война, когда твой народ не свободен. А, Нужно освободить землю, дать людям вздохнуть, дать свободу и затем провести выборы, и потом уже говорить о легитимном правителе. Вот только тогда. Так, сейчас, секунду, Новчего 2024. Закончу. Так, ты мне позвонишь. Абу-Бакар. Валейкум ассалам, вараматуллахи ва баракатуху. Так, брат, сейчас. Анзор, какое будущее Чечни ты видишь? И как ты считаешь, что может консолидировать нас, чеченцев? Я скажу, что никогда не сомневался в том, что мы обретем свободу, мы ее обретем. Да, тяжело. Да, есть какие-то недостаточные понимания вот вообще происходящего.
Вот. И тяжело. И я вижу, что придется ждать какое-то время. И никто нам эту свободу не принесет, если мы этого сами не захотим. Вот. Вижу свободной нашу страну, Ичкерию. Что может консолидировать? Это, конечно же, в первую очередь мы должны знать, что нам говорит Аллах, то есть что делать, чем заниматься в таких ситуациях. Это уже сказано. Мы знаем, куда нужно заглянуть, чтобы понять. Вот. И консолидироваться мы должны на пути Всевышнего в первую очередь. И э, ради памяти тех ушедших героев, вспомнить, что происходило, сколько было убито э, во время вот нашей борьбы за эту свободу. Курск от фашистов. Сейчас, секунду, Нохчу 2024. Дело самого Карама Цаваева в телефон шел. Выше самого Карама Цаваева почва. Ну вот. Сейчас я секунду. Да, я понял. Сейчас я секунду. Я не знаю, как свернуть это. Если я сверну, я тебе написал тут. Какие сейчас фракции действуют в Европе, которые занимаются вопросами Ичкерии, какие у них отношения между собой? Ну, скорее всего, вот, коротко я хочу, смогу сказать. Ну, конечно же, насчет отношений. Не те, которые должны были бы быть. Ну, так, коротко хочу, я знаю, почему я так коротко говорю, то есть свои причины. И это тоже является причиной того, что я решил взять какую-то паузу, потому что я не хотел участвовать во всех этих разногласиях, участвовать в этих каких-либо действиях, которые наносят вред нашему пути. Да, меня много провоцировали, да, меня им э, пытались там спровоцировать на какие-то действия, высказывания и так далее. Я видел, что моя деятельность им поперек горла. Вот. И я решил быть осторожным, отойти в сторону, чтобы не участвовать в этой фитне. Пускай это делают они, но не я.
Арби Берсенукаев. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, жив ли Ахмед Нухаев? Так как говорят, что он умер, что вы можете сказать об этом? Э, Я не знаю. Я последний раз его видел где-то в 90-х годах, в 98-м, кажется, году. И после этого я даже не знаю, где он жив. Точно не могу сказать. Алман Сулейманов. Алхамдулилlah, дику, дику. Так, я думаю, что сейчас буду завершать с эфиром. И еще раз повторюсь, ну, если у вас есть какие-либо вопросы, я постараюсь ответить на них. Сегодняшний сегодняшний эфир, прямой эфир, я посвятил тому, что в этот день, 1 сентября, в городе Беслан, в Осетии, русские террористы убили осетинских детей. Я говорил об этом в первую очередь. И сейчас еще раз хочу сказать, что мы приносим соболезнования по этим жертвам, жертвам Путина. Путин является преступником, преступник, который отдавал приказ на этот преступный штурм, в результате которого были убиты дети, заложники в исламе. Да. И затрагивали некоторые другие темы. Иншаллах, скоро увидимся. Пишите. Низам Талхигова. Так, а вы чеченец? Да, чеченец. Настоящий чеченец. Вот с таким паспортом. Ладно, я вас благодарю за участие в эфире. Пишите, если у кого есть вопросы какие-либо, пишите в комментариях. Я буду это учитывать и в следующих эфирах постараюсь отвечать на них. Вот. Я ваш, если вам где-то я буду нужен, то готов встать рядом с вами, иншаллах. Ларису Масана Малаша Дани Сурдо Джимхан Низ Докчов Собри Хала Дизвой так Таван Чолдер Дала Дизвой Вайкамлер да Дизвой Инстях Теклюш Беша Ишлару Бизвой Цег Нистек Доцек Диц Дизвой так Дейлда Асюгу Оли Даем Сала Алер Суна Чоцала Эр Сана Сатами Вертила Кигибеша Кигинаша Милх Аур Шкальчи Чо Дигдацивай Вая Докухум Даниста Дишту Дадиешаду Отсуман Вай Кичхала Дишту Кичмаш Бабишабу Дохара Кичмаша Кверчохал Бишку Нис Уйхар Ешу Далбо Гит Акому Ной Халадакдис Путин Лаги там Кадыров Лаги Якичем Лаги Милли Вала Там Калдиштац Далбо Кому Калдис. Так, паспорт мечада Бая, паспорт Дуканя, Персон или Дука. И Ларецкую Масана. До новых встреч, как говорится.
Виктор Балашов, в Кремль, на Лубянку, в Кремль, вот туда обращайся, там и террористы, там эти бандиты, вот. С ними сначала разберитесь. Миру на похороны Зиады Гамсагурдия Джафар сказал, что это было самоубийство. Многие не верят в это. Какая у вас информация? Я что-то не видел такие высказывания Джахара Дудаева. Я участвовал, можно сказать, в похоронах. Я был там рядом со своим отцом. Помню все это. Да, говорили, что это было самоубийство, говорили, что киллер убил там человек, который рядом находился тогда. Но то, что Джахар это говорил, я никогда не слышал. Еще раз Аллах, рейсхуй масана, иншаллах, скоро увидимся. Всех благодарю. До встречи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Если вы знаете, как учить. Аллах, рейс, мой масана.